Пандемия добралась и до Абхазии. Что в настоящее время происходит в Гудаутской больнице? Куда звонить, если почувствовал симптомы COVID-19? И как будут восполнять дефицит медиков в республике? Эти вопросы сегодня адресуем министру здравоохранения. Тамаз Мурманович, сейчас какая ситуация в Гудаутском госпитале? Сколько сейчас там больных находится с COVID-19? На сегодняшний день стационарное лечение в Гудаутском ковидном центре, как мы его называем, проходит лечение 37 пациентов. Это на 5 августа. Это вот на сегодняшний день, да. 37 пациентов, из которых один тяжело больной, но он стабильно тяжелый, без отрицательной динамики. 3 пациентов средней степени тяжести, также с положительной динамикой. А остальные пациенты относительно удовлетворительным состоянием. Среди них есть в том числе и детишки, но их состояние удовлетворительное. Вот те, кто дома лечатся, как медики их контролируют? Как правило, в первую очередь по телефону они созваниваются регулярно, спрашивают, как их состояние, температура, появились ли какие-либо симптомы. И периодически выезжают, если есть необходимость, на забор, скажем, анализов каких-то и так далее. Вот в таком режиме. Среди инфицированных, которые сейчас лежат в ковид-центре, есть врачи? Да, есть наша коллега, ее состояние относительно удовлетворительное. Сейчас медиков достаточно, вот эти группы формируются, соглашаются ли все врачи ехать туда работать? Как с этим обстоит дело? Если говорить о специалистах узкого профиля, у нас наблюдается дефицит. То есть вот когда такая массовая необходимость возникает, тогда вот такого рода сложности. Но это прежде всего врачи-реаниматологи, которых у нас по республике 16 человек, и, соответственно, почти столько же инфекционистов. Но если от числа инфекционистов отнять наших коллег возрастных, то, соответственно, тех докторов, кого мы можем отправить, безусловно, меньше. Поэтому мы пошли по другому пути, как это делалось и делается во всем мире. Мы сделали аналогичное, привлекли в первую очередь врачей терапевтического профиля, провели соответствующие тренинги с участием экспертов Всемирной организации здравоохранения и специалистов Роспотребнадзора, который, кстати говоря, на сегодняшний день тоже работает у нас на базе нашей БАК-лаборатории из Ставропольского противочумного института. Занимаются вопросами ПЦР-диагностики. И, соответственно, и возникали вот такого рода проблемы. Но дело в том, что график дежурств, он составляется заблаговременно. На следующий месяц имеется в виду. И утверждается приказом Минздрава. Естественно, с каждым медиком это согласовывается, потому что некоторые могут отказаться, были случаи отказов, потому что, знаете, у каждого человека разная реакция на проблему, тем более, когда это касается эпидемической инфекции. Кто-то свободно, без каких-либо проблем едет. Были моменты у нас, когда на дежурство приехали наши сотрудники, медсестры, одев, скажем, вот эту систему индивидуальной защиты, комбинезон, это достаточно сложная система. И заходя в палату, у кого-то была реакция такая вот растерянности, страха, невозможности, так сказать, продолжить свою работу там. Вот такие моменты возникали, конечно. Мы к этому относимся с пониманием. Естественно, в этой ситуации нам приходилось в срочном порядке ротировать сотрудников и присылать других. Тамаз Мурманович, а сейчас как работают отделения в больницах, которые были временно закрыты, из-за вспышки в Гагарской больнице, в Республиканской, во второй городской? Люди, которые сейчас там в этих отделениях лежали, кто их наблюдает? К счастью, в Республиканской больнице персонал не заболел, они все здоровы.
Вот, поэтому мы, значит, в рамках республиканской больницы вот, в связи с этим приостановили прием плановых амбулаторных больных, за исключением экстренных. А кардиологическую, неврологическую, ургентную службу перевели, вернее, создали на базе республиканской больницы. Но те доктора, в частности, неврологического отделения городской больницы, которые трижды сдали тест и отрицательный, естественно, также могут быть привлечены вот к работе. Ну, на базе сосудистого отделения была открыта палата интенсивной терапии, где на сегодняшний день осуществляется прием инфарктных больных в первую очередь, ну и других больных кардиальных вот, с острой патологией. Соответственно, и неврологические, инсультные больные также будут поступать в республиканскую больницу, госпитализироваться вот, в экстренном порядке на базе отделения нейрохирургии. Ну, собственно, хирургическая помощь, она и так оказывалась там в ургентном порядке и осуществляется сегодня фактически вот только на базе республиканской больницы. Что касается Гагарской больницы, то там также плановый прием приостановлен, только ургентная помощь, скорая помощь. Ну и, соответственно, по итогам обследования уже будем принимать дальнейшие решения. Мы вот вчера встречались с делегацией Минздрава России в составе советника министра здравоохранения. Ну и также я общался по телефону с заместителем министра здравоохранения Российской Федерации по итогам нашей встречи. И мы пришли к следующему. Значит, вот решением Минздрава России к нам будет направляться вот сводный отряд специалистов, бригада в составе 5 врачей, которые уже на этой неделе готовы выехать в Абхазию. Это специалисты клинических центров Первого Московского медицинского университета имени Сеченова. И мы будем с этим центром также сотрудничать в плане корректировки лечения пациентов, тактики лечения, схем, то есть различные варианты в индивидуальном порядке, безусловно. И это для нас очень серьезное подспорье. В рамках нашего соглашения с Российской медицинской академией после дипломного образования мы будем и в дистанционном режиме, и в режиме онлайн, и к нам будут прикомандированы преподавательский состав для того, чтобы проводить тренинги среди наших специалистов по профилактике, диагностике и лечению вот коронавирусной инфекции и ее осложнений. Что очень приятно, вот, у меня сегодня были 2 докторов, это наши абхазы, которые, значит, одна учится в клинической ординатуре, другая уже врач-специалист. Они сами пришли как бы, и выразили пожелание работать в этом ковидном центре. А врачи будут проходить дополнительные инструктажи? Ведь вот ситуации, которые были за последние дни, они показывают, что в какой-то степени врачи сами мерами... Стали источниками. Да, источниками. Да. Но это, к сожалению, во всем мире так происходит. Потому что врачи и вообще медперсонал, они всегда на первой линии. В первую очередь, конечно, нашим коллегам скорейшего выздоровления. Ну и, соответственно, необходимо соблюдать все меры санитарных норм и правил. Санэпидрежим, как вот мы говорим, те приказы Минздрава, которые издавались, когда только все начиналось, они не отменены, действуют. Поэтому именно в медицинских учреждениях. И, конечно, здесь в этом направлении необходимо продолжать очень активную работу. А вот информация о заболевших каким-то образом, она появляется в сети? Интересный вопрос. Но то, что утечка информации происходит, это, конечно, факт. Поэтому мы что сделали? Мы с каждого нашего сотрудника взяли расписку о неразглашении.
конфиденциальной информации, понимаете? Доступ к этой информации имеют очень ограниченный круг лиц. По идее, да, но каким-то образом все-таки это узнается. С нашей стороны уже соответствующая работа проведена, посмотрим, насколько это будет эффективно. Если она не будет эффективной, мы достоверно установим того или иного, допустим, сотрудника, от которого что-то там исходит, но соответствующие меры будут предприняты, конечно. Мы обсудили вопрос возможности оказания Республике Абхазия помощи в виде гуманитарной помощи, лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, медицинским оборудованием, в том числе аппаратами искусственной вентиляции легких. Все это, значит, на уровне правительств будет решаться в таком очень быстром темпе. И я думаю, что в ближайшее время мы увидим соответствующие результаты. По Краснодарскому краю будет издан приказ соответствующий по маршрутизации пациентов. Граждан Российской Федерации, туристов и отдыхающих, средне-тяжелые и тяжелые будут отправляться в инфекционную больницу Сочи, которая в Дагомысе. Там отдельный корпус под этих пациентов, в том числе и для граждан Абхазии, при необходимости. Но так как к нам прибывает сводный медицинский отряд специалистов, реаниматологов, инфекционистов, Они будут в ковид-центре в пульмонологов, Гудауте работать? Они будут на постоянной основе находиться в Гудаутской больнице. То есть там бригада работает 14 дней. И мы договорились, что это будет по 1 ноября текущего года. А лечение ковид-больных, оно бесплатное, вот, обеспечение препаратами? Конечно, совершенно бесплатное за счет государства. Как вы знаете, в Гудаутской больнице мы вчера осматривали также аптечное подразделение больницы. На сегодняшний день у них препаратов достаточно практически на квартал. Это противовирусные, антибактериальные, симптоматические средства и так далее, и так далее. Естественно, все это заканчивается периодически, и необходимо пополнять запасы, чем мы, собственно, и занимаемся. Поэтому здесь на данный момент, конечно, таких проблем у нас нет. Тамас Мурманович, а экстренные больные, которые в больницу поступают, не ковидные, а обычные больные, другие больные, обеспечение их препаратами бесплатно от государства, как этот вопрос регулируется и сколько дней медицинские учреждения должны обеспечить больного? За исключением льготных категорий граждан, есть льготные категории граждан, это прописано в законе, там их несколько. Да, потому что у наших слушателей часто вопрос. Да. Я обращаюсь в больницу, мне говорят, нет препаратов, я вынужден покупать эти препараты. Значит, как это должно препараты экстренной помощи, они для всех бесплатны. Человека привозят в больницу, ему нужно оказать медицинскую помощь в экстренном порядке. Это хирургический больной, который нуждается, допустим, в срочной... Да, за шприцом, за ватой бегать не надо. Да. Республиканскую больницу с 26 июня по 10 июля по их заявке РУП «Абхазфармация», то есть по линии Министерства здравоохранения, совершила отгрузку медикаментов на сумму более 1 200 000 рублей. Это препараты первой необходимости, в том числе и расходные материалы. То есть здесь иногда бывают несостыковки, когда почему-то медсестры пишут списки больным, при всем при том, что эти медикаменты находятся в больничной аптеке. Такое плохое взаимодействие внутри подразделений и приводит к таким проблемам. Конечно, мы не в полном объеме можем обеспечить. Там есть препараты, которые крайне дорогостоящие. Это особенно для больных, которые находятся в отделении реанимации. То есть весь цикл лечения – это чрезвычайно дорогая задача. Поэтому мы в соответствии с законом о здравоохранении, там четко написано, что
Неотложная медицинская помощь для всех граждан бесплатно. Вот первые сутки он должен быть обеспечен. Если там какие-то другие проблемы, Минздрав никогда никому не отказывает. Мы всегда идем навстречу физическим лицам, которые обращаются к нам, либо по направлению с учреждения, что есть вот такой-то пациент, он нуждается дополнительно вот в этих препаратах и средствах. Я могу и статистику вам всю предоставить. Мы всегда максимально стараемся всем помочь. А если все же так недобросовестно некоторые сотрудники будут относиться, куда могут граждане обратиться? В Минздрав. Ну, в первую очередь, главврачу учреждения, главному врачу учреждения, потому что главный врач отвечает за все, что происходит в больнице. Если он не реагирует, Если тоже... он не реагирует или он не принимает решений, тогда надо обратиться в Минздрав, и мы примем соответствующие решения. А даже прямо пусть в Минздрав обращаются. На данный момент в Гудаутской больнице нет проблем с нехваткой врачей? На данный момент там проходит работу, да, работу проходят наши доктора. Я сам вчера там провел инспекцию. Там дежурит врач-реаниматолог, врач-терапевт. Ну и, соответственно, замглавврача курирует работу вот этого отделения инфекционного и практически постоянно там находится. Ну и педиатр, который занимается детишками, контролирует. Я вот неоднократно говорил, что на 300 коек. Это что имеется в виду? Вот бывают вопросы задают, а что мы больше 300 не сможем? Речь идет о больных средне-тяжелых и тяжелой степени. Но если взять общемировую статистику, как правило, из всех заболевших 80% это здоровые носители, или как их называют, бессимптомные носители коронавирусной инфекции. И лишь 2,5%, не более, это больные, у которых тяжелое состояние, ну и, соответственно, нуждаются часть из них в искусственной вентиляции легких. Таким образом, мы рассчитываем именно на эту категорию пациентов, которые нуждаются именно в стационарном лечении, в том числе в условиях интенсивной терапии. Все остальные на самоизоляции, на дому, под амбулаторным наблюдением врачей. Врачи наши местные, которые соглашаются, Да. вы говорите, что по договоренности эти бригады формируются. Значит, все зависит от того, согласятся одни, Ну, не они то, поехать. чтобы никак по договоренности. Бригада составляется, дежурная бригада, но, естественно, его сотрудника надо уведомить, что ты включен в бригаду. Есть какие-то обстоятельства, которые препятствуют тому, чтобы ты отправился на дежурство. Там разные обстоятельства могут быть. Вот. Поэтому это все согласовывается. И, соответственно, они работают вот в рамках своего штатного расписания, но в другом учреждении, прикомандированы приказом Минздрава. И, соответственно, затем идет оплата, дополнительная оплата. Вот, хотела спросить, будут их поощрять как-то? Ну, вот сейчас за июнь месяц была задержка, но уже выплатили в размере... Это дополнительные выплаты к их вот окладу? К их окладу еще один оклад и плюс суточные дежурства. Конечно, это не какие-то такие высокие цифры, но во всяком случае в рамках наших возможностей мы вот поощряем их вот таким образом. Для обследования вот этих тяжелых больных. Речь идет о компьютерном томографе. КТ. КТ, он не то, что не работает, он закуплен за счет средств этого движения «Мы вместе», наших бизнесменов, нашего бизнес-сообщества. За счет их средств был закуплен компьютерный томограф, но перед этим мы построили вот помещение, пристройку Гудаутской больницы, где будет установлен, там все готово. И вот 8 числа текущего месяца компьютерный томограф выезжает к нам в Абхазию.
И совместно специалисты, естественно, там будут инженера, которые смонтируют его. И вот к концу текущего месяца томограф должен заработать. Но помимо томографа, там практически все необходимое есть. Вообще Гудаутская больница очень хорошо оснащена. Это и рентген цифровой аппарат, это и портативный рентгенаппарат переносной, это и ультразвуковые аппараты и так далее, и так А без далее. КТ сейчас как тяжело больных обследуют? Потому КТ, что это же одно из необходимых видов исследований. дело в том, что КТ необходим для диагностики пневмонии на самой начальной стадии. То есть, когда человек вроде бы себя чувствует хорошо, а у него какой-то небольшой очажок уже в легких, понимаете? Это же послойное исследование на срезах. Вот с этой точки зрения. А когда у человека клиника, симптоматика пневмонии, на рентгене это замечательно видно все. То есть это не средство крайне острой необходимости. А что мешало вот до пандемии, почему не было этого аппарата? Это что же одно из таких необходимых видов обследования? Дело в том, вы понимаете как, вот когда закупается дорогостоящее оборудование, надо нам понимать, на какое количество потенциально, какого количества населения, какой поток больных будет. Сможет это оборудование работать на свою полную мощь, или там будут 5 исследований в месяц. Какова целесообразность в таком случае? Да, поэтому его же надо еще обслуживать, это оборудование. Оно очень дорогое в обслуживании. И здесь вот такие моменты. Поэтому у нас компьютерные томографы стояли в разных регионах, ну и, соответственно, в республиканской больнице. По итогам вот этой работы, когда наконец вся эта проблема закончится, как и все проблемы, она же не может быть бесконечной. Вот, естественно, мы еще найдем формы поощрения наших коллег, которые непосредственно работали в красной зоне, вот как мы говорим. Ну и в БАК-лаборатории республиканской СС, это врачи-лаборанты, которые занимаются диагностикой вот этой коронавирусной инфекции, работают с этим материалом. Симптомы схожие с ОРВИ и коронавирусной инфекцией. Куда звонить, куда обращаться? Я сама несколько дней назад вот с такой проблемой столкнулась, и чтобы обезопасить окружающих, хотела бы сдать тест на коронавирусную инфекцию. Куда позвонить? Нужно знаете, ли мне как? идти? Тест надо сдавать только в двух случаях. Вот, либо по эпидпоказаниям, то есть были ли у вас предполагаемые контакты с уже инфицированным человеком, или же это медицинские показания. Симптомы, которые схожи с коронавирусом. Ну, позвонить своему врачу для начала, Вот либо на понятие... скорую позвонить 03, понимаете? У нас проблема сейчас возникла, одно время горячая линия хорошо работала, а сейчас она не работает. К сожалению, там технические проблемы возникли, мы их сейчас совместно с Амобайлом решаем. И буквально на днях они все номера заработают. Там единый номер, который осуществляет переадресацию по районам. У каждого района свой номер. Я помню, горячая линия хорошо работала в первый период, когда пандемия вот началась и были введены в республике ограничения. Но сейчас люди не знают, куда звонить. Горячая линия сейчас вот не работала, а пока скорой помощи 03, вот и вчера на станции скорой помощи мы были, там вызовы, в том числе зафиксированы температурящих больных, ну, с неясного происхождения, скажем так. Вот. Пока так. Либо своему участковому врачу позвонить. А участковые врачи будут готовы в любое время суток отвечать на звонки? Ну, в любое время суток, значит, вряд ли После это 6 возможно. вечера, в 9, в 10 вечера. Однозначно, потому что поликлиники у нас сейчас работают в 2 смены, с 9 до 20:00. Поэтому и прийти можно в поликлинику, и позвонить можно, уточнить. Но сейчас для того, чтобы упростить вот эту работу, все-таки консультационную, я имею в виду, мы хотим возобновить работу горячей линии.
Ваши прогнозы по поводу того, как будет вот ситуация с распространением вируса развиваться? Вирусологи говорят, что есть такое понятие, как плата. Мы пока близко от него. Но у нас за весь этот период, ну и резкого такого роста тоже не происходило, понимаете? Это вот сейчас... Сейчас мы на какой вообще стадии? Что сейчас? Мы каждый день получаем информацию от оперштаба? Да, мы сейчас получаем информацию от оперштаба именно в связи с тем, что вот этот круг лиц, вот этих 3 очагов, которые первых, основных, да, это же пациенты, это их родственники, это их соседи там, и так далее, и так далее. Вот они сейчас все обследуются, понимаете? И вот среди этих кругов эпидемических и выявляются положительные. Вот что-то какие-то отдельные, дополнительные, вне этого у нас нет. Поэтому, когда вот это все завершится, причем там некоторые еще и повторно будут, у большинства отрицательные результаты, как вы понимаете. Вот 102 человека обследовали, из них 2 положительных. Понимаете, остальные отрицательные. Кто-то повторно будет сдавать анализ. Ну и потом уже по ситуации посмотрим, в конце сделаем выводы. И можем там приблизительно говорить о каких-то прогнозах. Вообще, говорить, честно говоря, о прогнозах всегда сложно. Томас Мурманович, у нас традиционная часть вот нашей передачи. 3 задачи, которые вы перед собой ставите в этом году и решить которые вы планируете, чтобы мы могли через год к вам прийти еще раз и по поводу реализации этих задач могли с вами пообщаться. Что бы вы могли отметить? Лекарственное обеспечение стационаров и амбулаторного звена. Вот если взять российско-абхазское соглашение о льготном обеспечении лекарственными препаратами инвалидов, имеющих российское гражданство, вот тут нас профинансировали вот совершенно недавно только по 1 кварталу текущего года. 2 квартал, заявка на медикаменты тоже согласована с Минздравом России. И нам главное освоить вот эту вот программу в полном объеме максимально. И в ближайшее время медикаменты поступят, потому что это препараты жизненно важные. Там и химия препараты, и инсулины, и средства для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы, ну и так далее. 2 задача – это материально-техническое обеспечение. Очень важно, чтобы всю высокотехнологичную, ну максимальнейшим образом медицинскую помощь, специализированную медицинскую помощь у нас получали именно в наших учреждениях. Ну и чтобы, соответственно, централизованная программа работала и по реконструктивной хирургии, по протезированию суставов, по реконструктивным операциям в области нейрохирургии, вот, в вертебрологии в частности. Вот это тоже задача. Все целевые программы, которые мы будем планировать, в том числе программа по гемодиализу. И нам необходимо приобрести еще дополнительно аппараты искусственной почки. Ну и кадровый состав, конечно. Нам нужны специалисты. Это уже 5-я задача. Да, это вот нам нужны специалисты дополнительно, которые обучаются, заканчивают клиническую ординатуру, у которых есть опыт работы. Важнейшая задача для нас – начать строительство республиканской детской больницы. Ну вот такие задачи. Вы 6 задач перед собой поставили. Я надеюсь, что вы сможете все эти задачи реализовать и успешно реализовать. Я думаю, через год мы с вами еще раз встретимся, поговорим по результатам. Я благодарю вас за сегодняшнее интервью, за то, что вы при такой занятости и в такой ситуации нашли время пообщаться. Спасибо вам и будьте здоровы.